Құрметті Конституциялық комиссия мүшелері, Виктор Александрович Малиновскийді қолдағым келеді. О чем на самом деле говорят изменения, которые мы собираемся включить в пункт 2, 3 и 5 статьи 14 Конституции. Главная идея, главный смысл этих новелл, которые мы включаем в 14 статью, очень простая. Человек в центре Конституции, человек, его права и свободы. И здесь речь не столько о сложных юридических формулировках, а о том, какие права есть у каждого человека, а какие только у граждан. Почему это важно? Проект Конституции эти категории четко разделяет. Если пункт 2 статьи 14 закрепляет права и свободы человека, то далее идут разные категории. Это права граждан Республики Казахстан и иностранцы, лица без гражданства. В чем смысл прав человека? Это широкая категория, и она связана с такими терминами, как «каждый имеет право», «каждый человек имеет право» или просто «человек». Здесь независимо от паспорта, независимо от места проживания, религии и иных признаков, человек имеет права. Они носят неотчуждаемый, неотъемлемый характер. Статья 2 это четко фиксирует. И по всей Конституции, если вы заметили, соответствующие уточнения были внесены. И вопрос не столько в формальном уточнении, вопрос в смысловой логике. Здесь четко разделяется. Права человека – это более широкий характер, права граждан – это права казахстанцев, которые имеют казахстанский паспорт. Права человека каждому принадлежат по праву рождения человека. Он имеет права, потому что он человек. Ни государство, ни какой-либо иной субъект, оно не может подарить права человеку. Также и не может их отнять. Это означает, что права существуют у него неотъемлемо. К таким правам относятся те, которые в Конституции носят такой характер, как такие категории, как право на жизнь, право на свободу совести, право иметь семью, право на религию. Они неотчуждаемы. Иностранец или лицо без гражданства тоже обладают правами наравне с гражданами. Но и вот дальше возникает такой вопрос, который часто привлекает внимание. Права гражданина – это то же самое, что права человека. Как они соотносятся друг с другом? Права гражданина возникают в силу гражданства. Причем совсем не важно, как он их приобрел, родившись на территории Казахстана, или как апатрид, кандас и так далее, вне зависимости от того, когда гражданство приобретено, оно свидетельствует о том, что он приобрел устойчивую связь с нашим государством. Соответственно, наше государство и этот гражданин имеют взаимные права и обязанности. Поэтому права гражданина по умолчанию принадлежат только гражданам Республики Казахстан. И вот второй логичный вопрос. А могут ли такими правами пользоваться иностранцы или лица без гражданства? Конституция дает четкий ответ, понятный. Да, могут, но только если это прямо разрешено законом. То есть права у иностранцев и лиц без гражданства возникают не автоматически, а только если Курултай большинством голосов примет соответствующий закон, в котором будет четко определен объем этих прав, условия их использования и обязанности других лиц и государства по отношению к обладателю этих прав. Это честный, прозрачный подход, который защищает и государственные интересы, и граждан, и саму правовую систему. Теперь о пункте 5 статьи 14. Иногда люди беспокоятся, когда слышат слова
пределы, ограничения прав и свобод. На самом деле здесь больше речь идет о защите, о общей защите прав и свобод тех субъектов, которые ими пользуются, которые ими наделены. Свобода одного человека не должна уничтожать свободу другого человека. Здесь надо вспомнить Канта, который говорил: «Мои права заканчиваются на кончике носа другого человека». Именно поэтому Конституция прямо говорит, что права и свободы человека реализуются с уважением прав других людей, основ конституционного строя, общественного порядка, здоровья населения, общественной нравственности. Это стандартные ограничители конституционных прав, которые наблюдаются, установлены во многих европейских конституциях и конституциях иных стран. Если посмотреть на статью 14 целиком, то отчетливо проявляется, что она выстроена как единая цельная система по своей такой логике. В ней права человека принадлежат каждому от рождения. Пункт 2. Пункт 3. Наши граждане имеют права и обязанности. Пункт 5. Они не безграничны. Права имеют определенные границы. Баланс прав и свобод – вот основная причина необходимости установления пределов. Баланс между государством и отдельным индивидом, баланс между индивидом и другими индивидами. И вот этот баланс, принцип пропорциональности, взвешенности, сбалансированности, они работают на всех. Права и свободы должны работать на всех, а не только на отдельное лицо. Данные поправки не отнимают права, они всего лишь закрепляют, какие права у кого есть, в каком объеме и при каких условиях, а значит уменьшают споры, злоупотребления и произвольные решения. Сильная Конституция – это та, где правила, по которым он живет, понятны всем. И именно это предлагается закрепить в статье 14 проекта Конституции. В заключение мне хотелось бы предложить более глубже изучить вопрос об абсолютном характере прав и свобод человека. Если мы обратимся к текстам Конституции других стран, мы увидим, что они избегают этого термина, он больше присутствует в судебной практике. Все-таки абсолютное и относительное – это такая парная категория, которая немножко конкурирует друг с другом. Абсолютные права, они подразумевают, что ни при каких условиях, ни в каких обстоятельствах, никогда это право не может быть ни отнято, ни ограничено. Человек в любом случае, в любых обстоятельствах не может быть этого лишен. Практика показывает, что даже базовые права человека, которые мы называем естественными правами, каждый из них фактически обусловлен какими-то факторами, например, самооборона. Поэтому я предлагаю все-таки этот термин заменить на неприкасаемый или гарантированный, неотчуждаемый. Подумайте. Спасибо.